Уютный лагерь в тени южного леса. Летом у подножья горы Машук всегда тесно. Это место – центр притяжения самой активной молодежи округа. Привычные дни участников в этом году все же претерпели изменения. Сегодня машуковцы празднуют совершенно новый для форума День СКФО, в лишний раз доказывая единство народов. Национальные подворья, выставки народных промыслов привлекают внимание всех гостей, тем самым подчеркивая уникальность многонационального Северного Кавказа. Тут и лезгинка, казачьи напевы и танцы, согревающие душу. И самый многонациональный Дагестан. Испокон веков дружба между народами. И мы сегодня тоже вновь хотели показать многогранность культуры, традиции, дагестанской традиции, в том числе и азербайджанской культуры, так как в Дербенте преимущественно живут азербайджанской национальности. И мы, как и костюмы, азербайджанские национальные костюмы, на нас одеты тоже азербайджанские инструменты, азербайджанские национальные инструменты, на них играется национальная музыка мугамы, национальные мелодии. Кстати, мугам тоже входит в бесценное наследие, мировое наследие в ЮНЕСКО. Потом наши кубачинские изделия из серебра, из медно-чеканные. Между тем, в палатке Ингушетии творческий беспорядок. Молодежь скрупулезно работает над своими детищами. Асхаб Ашигов проект вынашивал задолго до форума. Парень хочет заняться конным туризмом в горной Ингушетии. Так все желающие смогут арендовать лошадей и верхом проскакать по самым живописным местам, как в свое время настоящие горцы. Молодому человеку для этого необходим грант в размере 200 тысяч рублей. Сама идея проекта пришла не случайно. Каждый, кто посещает горы, наверняка представлял горца, а горец сразу острится на коне, в бурке и в папахе. И поэтому каждый провел маленький социальный опрос, и каждый парень, каждый мужик думает, что лошадь – это подарок для мужчины от Бога. И поэтому мой проект направлен именно на развитие туризма посредством коней, конных походов. Может просто проводить экскурсии, а также просто прокататься для детей, взрослых, а также и туристов. На форум участники привозят сотни проектов. От развития центров для людей с ограниченными возможностями до первого всероссийского форума для молодых экологов-активистов в Ингушетии. Беслан Плиев всерьез обеспокоен талантами, остающимися незаметными в тени своей скромности. Его проект обещает стать настоящей энциклопедией одаренных литераторов. Союз писателей нового поколения – это онлайн-журнал, который будет публиковать авторские произведения. Жанры самые разные – от любви, драмы до философии и классики. Это не только стихи, но даже целые книги и рассказы. Я сейчас в руках держу рассказ одного юного писателя, называется «20-45-70», про 3 человек, которые обедают в кафе. Казалось бы, обычная история, но в ней очень много загадочного. И просто в конце одной фразой писатель сумел объяснить всю недосказанность. И таких ребят много вообще? Таких много. Особенно поэтов. Очень много талантливых поэтов. Мне прислали около 40 работ, и это только на первый день. Дальше я просто перестал считать. Проекты амбициозные, идеи масштабные. Посмотреть, как дела участников, приехали депутат Госдумы Юша Газгириев и руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев. Мистер Машук, вы нам согласились? Вот вчера, толерантность, да? Вот мистер Толерантность вчера выиграл, и мисс Грация, наша девушка, выиграла. А дальше знакомство с Северным Кавказом по подворьям. Карачаево-Черкесия, к примеру, выставила свой фирменный ассортимент меда. Представители, ребята, которые этот мед изготавливают, у них в мире вообще самое большое количество разновидностей варенья. Самый большой ассортимент. Да, самый большой ассортимент. Это все делается на продуктах, которые... Все делается на продуктах, все делается вручную. На этот раз Машук представляет ярмарку «Самые лучшие проекты прошлого года». С рекордом за всю историю форума почти с 300 баллами удивила участница из Ингушетии Лиза Евлоева. У нас очень много направлений. Это 1С, компьютерная грамотность, логопед-дефектолог, сурдолог, психолог.
шахматы. И, в общем, основная, как сказать, изюминка нашего центра – это творчество-мастерская. Другой взгляд. Интеграционный клуб под таким названием уже год ведет работу в Назрани. Это единственное место в Ингушетии, где человек с ограниченными возможностями может реализовать себя, получить дополнительное образование, спецпомощь, найти друзей и получить поддержку в трудоустройстве. Взятый курс Лиза Евлоева хочет продолжить и в этом году, открыв первую на Кавказе автошколу для инвалидов. И все не случайно. У меня получается такой свой личный опыт, я просто сама уже более 5 лет за рулем, и когда я, например, получала права, в этом действительно была такая острая проблема, потому что мне не выдавали права только лишь потому, что не было специализированной машины, то есть под колясочника. Поэтому я считаю это актуально, я считаю это нужный проект, потому что каждый человек с ограниченными возможностями хочет быть максимально мобильным, хочет быть максимально самостоятельным, и машина это не только для нас роскошь, да, а просто необходимость. А ваш проект что предусматривает? А наш проект предусматривает обучение людей с ограниченными возможностями. Дальше мы их не оставляем, мы помогаем им в помощи в получении прав и, в общем, будем сопровождать до последнего. Также поможем в обустройстве машины, то есть максимально поможем уже переделать машину, дадим контакты и, в общем, до последнего, пока человек не получит права и не сядет за руль, мы его будем сопровождать. Кульминация дня – приезд высоких гостей, главы субъектов Северного Кавказа вместе с полпредом президента России в СКФО, руководителем Федерального агентства по делам национальности оценили многогранные и уникальные по своей самобытности национальные подворья и выставки регионов. Наверное, одним из самых запоминающихся для гостей стало представление, подготовленное ингушской диаспорой, живой вокал от амазонок и зажигательная лезгинка. Напомню, всего для участия в слете от Ингушетии в этом году было подано 412 заявок. Это в 2 раза больше, чем квота, предоставленная республике. На форум отобраны только лучшие 240 проектов. На первую смену приехали 80 участников, и почти у каждого из них на руках готовые проекты. Проект мой называется «120 часов улыбки». Он направлен на содействие повышению социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках моего проекта с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года планируется проведение тренингов по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проходить в специальной коррекционной школе-интернате 7-го вида. В каком году тебе больше понравилось? В этом году. Тут маршрут юбилейный, все направлено как-то более организованно в этом году намного. И тут 3 сцены, много альтернативных площадок, много образовалок, и все это намного интереснее, чем в прошлом году. Маршрутки, в первую очередь, в делегации, опять же, знакомство, интересно, опыт, делиться дышь. И интересные мероприятия, школы, игры, школы, разные развлекательные игры, шама школ. Ингушской молодежи необходим этот форум, потому что здесь, я как говорил, здесь этноколорит, этнический колорит. И, конечно, он необходим для того, чтобы молодежь не была только в рамках своей культуры, и чтобы они узнавали и другую культуру, и общались с другими людьми, и познавали, и дружили, и в дальнейшем общались. Это очень важно. Эксперты и тренеры, федеральные и региональные специалисты. Впервые за историю форума он будет работать в 3 смены. Их посвятили высоким технологиям, карьерному росту и развитию гражданского общества. Грантовый фонд конкурса превысил 100 миллионов рублей. Мастер-классы, встречи с известными политиками, артистами и, наконец, защита проектов. Насыщенная программа будет ожидать форумчан ежедневно, поэтому участникам, а их будет около 3000, придется хорошенько подумать с распределением времени, если хотят успеть везде и сразу. Кстати, в этом году впервые на площадке съезда присутствуют работодатели, представители крупных российских компаний. По итогам форума самые активные участники получат сертификаты на обучение и даже трудоустройство. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24.